Дорогие друзья, в эфире программа «Подворье». И сегодня мы находимся в гостях снова у нашего знакомого, у Алексея Алексеевича Слепцова, фермера из села Улакан. И он занимается, помимо разведения кроликов, он увлекся перепелками. Оказывается, это тоже прибыльное весьма занятие, ну и пока в наших краях весьма экзотичное. Ну и обо всех тонкостях мы сегодня вот поговорим с Алексеем Алексеевичем. Как разводить перепелок. Алексей Алексеевич, здравствуйте! Здравствуйте, день добрый. Снова мы у вас. Пожалуйста, Давайте проходите. проведите нас к своим перепелкам. Вот перепелка. Перепелки. Ой, а вот это что за штуковина у вас такая? Вот для чего это? Это, не знаю, это для мух. То есть мухи боятся вот этой штуковины, Отпугивающих. да? Да. Алексей Алексеевич, ну вот и ваше хозяйство. Да. Тут у меня эти, как бы зимой тут маток держу, да, кроличьих. Вот про кроликов мы уже говорили, Тут рассказывали. как бы Ой, эти- они какие хорошенькие. Это Что? маленькие. Да, маленькие. Маленькие крольчата. Им сколько? Им уже вот где-то месяц с копейками где-то. Месяц-полтора. То есть они вот такие маленькие совсем, да? Ой, Месяц 10. вот смотрите, вот чужой человек и сразу запах другой, да? Ага. Боятся. Ну вот. Дальше идем. Вот, например, она только вот недавно родила, да? Это крольчиха недавно вот. Ну, видишь, крольчата вот маленькие. Ой, никогда не да. видела маленьких крольчат. Штук 8. Ой, какие махонькие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь штук тут, например, да? А скажите, а вот это что за подстилка? Вот это вот. Это уже ее пух. Она сама себе готовит. И сваливает вот такую вот легкую Да. подстилочку, да? Пух, постилочку делает. И А, вот. кстати, вы вот эти шкурки, ну, вот вы их же едите, а кроличьи, как бы, шубка у вас, наверное, уже Не, из кролика. шкурки я раньше продавал этому. Одна женщина была. Угу. Ну, к сожалению, ее сейчас нет. А раньше я в город завозил ее. Угу. Она обделывала и что-то шила там. Понятно. Да. То есть вы продавали шкурки Да. А вот перепелки, да? свои? Перепелки, какие они у вас. Месяц назад, через месяц они вылупляются. Конструкция интересная. Близ 48 инкубатор, да? Это у меня жена купила. И начали выводить. Так, вчера несколько вылупились, теперь тоже вот остатки вот вылупляются. Маленькие такие. Ой, какие они хорошенькие. Такие красивенькие. Да. Они сами прям вот из яичка, да? Вот некоторые Да, из вылупились. яичка сами уходят некоторые, Ой. а некоторых эти помогают снаружи. То есть вот сами они долбят клювиками, да? Да. Ой, как интересно. Очень интересно, если долго наблюдать, очень интересно бывает. Ой, наверное, ребятишки вообще обожают здесь. А скажите, они вот разноцветные почему? Я не знаю, Ну, как порода все у них люди, такая наверное. же. Мы же тоже все разноцветные. Ну да, Ну да. это верно. Расскажите, пожалуйста, про инкубатор. Где его купили? Инкубатор близ купили на магазин Тимин в городе. В Якутске? Да, в Якутске. То есть вы через интернет ничего не заказывали? Нет, с магазина Тимина А если купили. через интернет, дешевле, наверное? Наверное, не знаю. Вот побольше есть инкубатор, да? А мы вот близ 76, это 70 штук куриные яиц входит, да? А перепелиные, они входят, Ну, больше, наверное. да, больше, Они же маленькие. 120 там где-то. Да. И через 30 дней уже она готова вылупляется. А как работает вот этот инкубатор? Объясните. Инкубатор долго рассказывать. Тут вся автоматика, да? Она с поворотами, так? Градус вставляешь, я сейчас градус уменьшил, да? 34,9, да? Поставил, чтобы когда вылупляется, где? А так, я ставлю 38, 37,8.
Основном, так То есть сказать. при такой температуре да, при начинается вот влага у нее, да? вылупляются. Да, влажность. А тут я приготовил это как его. Когда электроэнергия отключает, да? Я тут включаю это плюсовой, это минусовой. Аккумулятор включаю. Да? А так работает от электричества. А так работает от электричества. А много потребляет электроэнергии? Нет, мало. Совсем мало потребляет. У меня тут батарейки были. Скажите, а вот вы яйца, например, вы купили перепелиное яйцо, да? Или вот ваши перепелки? Нет, Где вы берете яйца? чтобы... я яйца купил в городе, перепелиные, да? Первую партию. Вторую партию. Просто обычные яйца. Да. Нет, они же для вывода другие яйца. для... да. А потом уже второй вылупление я уже половину купил, половину свою, да? А сейчас уже все свое. Свои яйца хватает. Здорово. А скажите, пожалуйста, вот вы вот купили яйца, Да. положили в инкубатор. Сколько яиц вы взяли? 120 где-то ходит. Вот этот близ, да? Или 70. То есть они как, вы их вот друг на дружку складываете, да, вот Да. эти яйца? И потом Вот так вкладывай. через какое время... то есть вот здесь есть такие вот... или это потом, вы сами придумали? Не, она у нее такое есть, да? Просто яйца вкладываешь вот так, чтобы... В ячеечке? Да, тут этот вылупляется она быстрее же, та тверже же. А это тут с этой стороны вылупляется быстрее. Поэтому ставлю все, потом эти бумажками делаю, чтобы она, когда поворот делала, да, чтобы не выпали яйца, да? И все. Потом через 30 дней, если, например, она должна была 22-го вылупиться, где я уже 23 уже поворот остановил, поворотник, да, чтобы прямо стояла. И чтобы эти не выпали, закрылся бумагой. Понятно. То есть через 30 дней И 30 дней и перепелки вот и такие. перепелочки вылупляются. И ты А ставишь, это что у вас здесь? Это у вас как бы детский сад или что это? оттуда детский сад. Так. Там Нет, где-то- там роддом, наверное. А там роддом, тут уже ясли. Да? И они тут лежат. Они вот балдеют. Что они едят, вот эти малыши? Они уже, вот видите, вы уже семечки им там наложили. Да, у них есть такой прокорм, да, именно перепелиный. Вот прокорм, да? Да. Давайте покажем. С первых дней. Так, прокорм профессиональный. Полнорационный гранулированный корм. Тоже гранулированный. Да, Как гранулированный. для Маленький для такой. как? Корм гранулированный для перепелят с первых часов жизни. Да? 5 килограмм. Сколько стоит вот этот такой вот? 5 килограмм 500 рублей. Где-то в среднем. Ну вот прикидывать нужно примерно, да, если ну, кто-то да. заинтересуется. А потом уже переходишь в такую. А внутри как он выглядит? Внутри выглядит вот так. Вот, гранулированный, маленькие гранулы. Гранули, да? Это для перепелят первых дней. То есть вот практически вы этим кормом Да. их и кормите, да? Этим кормлю первые дни. А потом уже А можно вот немножко посыпать им сейчас? Можно, конечно. Давай Да нет. попробуем. Вот Тогда на и- ощупь вот такой вот. Вот он, гранулированный. И насыпаем немножечко. И вот эта вот малышня вся уже вот она слышит, как пришел корм. Да, они когда захотят, поедят, да? Потом через пару недель я уже такую кормлю, да? Тут у вас уже куры. Да, тут куры. Они несутся в день по одной, да? 4 штуки. Вот первая уже, наверное, утром собрали, а первая вот неслась, вот яичко. Она здесь выкатывается, да? И здесь лежит. А тут они ее не трогают, не могут. Достать. То есть они Да, могут они- исклевать, что ли, яйцо свое? Да, могут они. Да, 4 курочки каждый день по 4 яичек. Для табака. Я там, жена готовит там то все. Оладьи с тряпкой. Ну, оттуда я перепелят перевожу сюда, уже тут старшая группа называется. И тут они уже, все, уже скоро, через пару дней
неделю я уже такую на клетку переведу. Ага. Скажите, а вот эта банка и вот, это что у вас? Э? Что за конструкция? Что вы такое? Это не конструкция, придумали? это просто эти корма, да? Ага. Вот баночку заливаешь, раз ставишь, они тут клюют, да? Когда клюют, когда заканчивает, она как бункер, Ага. видишь, сыпется. Понятно. И вот можно все пару дней стоять, такая же вот стоит, да? А вот это для воды, вот такая. Воду набираешь, Ага. воду набираешь, и тут... И понемножечку Не, воду набрал, да? надел. Да, и надел, закручиваешь. И Ага. все. И вот такая поилка, да? Да, и такая поилка. Переверну, она больше этого горлышки не уходит. Они выпьют, да? А потихоньку она вот так вода падает. Всё. То есть не нужно постоянно ходить Да, с да, какими-то... как бы полуавтомат. Да, здорово. Ну, у вас уже, в общем-то, труд механизирован немножко. Вот эту сетку ставлю, чтобы они уже летают. Да. Конечно, они могут вылететь сюда. Ой, их так много. Скажите, а вот когда много, говорят эпидемиологи, там, врачи, там, эти санитарные, они говорят, что это всегда вот чревато чем-то. Не, для перепелок нет. Для курицы, да, Ага. у нее сырую яичко нельзя есть курицы, да? Ага. У них бактериоз или как там. Ага. А у них нету, у перепелок нет. такого. То есть у перепелок они, Да, можно сырым у них хоть сколько свойства, угодно, можно да. есть и даже и сырое яйцо. Да, конечно, сырое А яйцо. это уже взрослые перепела. А эти уже, так, трехмесячные, да? Трехмесячные. Вот уже они несутся, это с полтора, что ли, года. То есть полтора А месяца. как вы вот, ну, показать, вот как они несутся и как они попадают вот в эту штуку? Они как этот курятник показал же, да? Мгм. Точно так же, да, Да, точно так же. получается? Полы у нее, полы такие, пологие. Мгм. Вот поэтому она выкатывается. скатывается. Да, выкатывается. А вот эту вот конструкцию вы Это- сами придумали или где-то подсмотрели, вот как вы Да, её это построили? мои сыновья делают такие конструкции. Все своими руками сделали. То есть они где-то увидели в интернете, видимо, Да, да? наверное, видимо, в интернете. Вам все показали. И вас поставили заведующим. А, Перепелиным так садиком. получается. Сколько у вас на сегодня перепелов? Перепелов где-то 200. 200 нет. Где-то так, да. Потому что несутся-то где-то около 100 штук, да? Да, в день собираю 5 пачек по 20 штук. Это где-то 100 яичек, так? В день? В день, да. А плюс где-то процентов 30, наверное, петухи. Я не разбираюсь. Петухи 30%, так? Плюс еще молодняк. Еще не несутся. Вот эти, да, вот полторамесячные, да? Вот уже пару дней только вот начали нестись. Только начинает нестись. 1,5 месяца. А Да. сколько они вырастают, за какой период? Ну вот во взрослую перепелку. Вот месяц, От малышни. месяц-полтора. Месяц-полтора. А вот с инкубатора, да? Месяц, вот это с инкубатора с 1,5 месяца, и все, они уже такие большие. Они уже несутся. А уже они несутся. Ага. Вот, например, похоже, вот. А у вас вот каков Сравним. процент должен быть, перепелок и перепелов? Ну, Говорят, петушков как бы, да, перепелиных. на 10 должна быть 4 или 5 петушков, Ага. и все, И все будет нормально. Да. И будут нестись. и будут нестись. А вот эти яйца куда вы деваете? Вот, ну, как, едите, да? Да, Сами? сами едим, родственникам даю, продаю Максолло, Покрос, там заказывай, я до адресата Довозите. довожу. А сколько, вы сказали, вот 200 перепелок у вас, вы собираете Где-то 100 штук. 100 штук яиц Пока. каждый день. Мне надо, чтобы выйти на объем где-то 500 штук в день, да? Тогда она будет как бы уже давать этот Прибыль. прибыль, да. А до этого сейчас, например, она сама себя
Окупает. да, и меня кормит, да. Вас тоже кормят. Да, это, Вы же на пенсии, да, я на пенсии. и это, в общем-то, ощутимая такая прибавка к вашей пенсии? Пока нет, Пока нет. да, пока. Я же тоже употребляю ее бесплатно. Ну как бесплатно? Ну вы свои же же, тратитесь. Тратить, Вот да. у вас стоят корма всякие Да. разные. Давайте расскажем про корма. Вот эти корма, это корм для этого, для курицы, да, Мгм. несушки. А как называется? Так и называется корм для несушки. Так. А эти вот такой вот же. Это уже называется эвщина, да? Мгм. Они самые дорогие, разными прибавками тут. Евсинский корм. Корм для несушек. Это вы тоже в городе покупаете? Да, тоже в городе, в Тимине покупаю. 40 килограмм. Сколько стоит такой мешок? 40 килограммов стоит 1500-1600. Ого. Ага. А насколько хватает? Это для этих перепелов это уже вот осталось, да? А когда вы его купили? Третий день, что ли? Третий день только? Только. То есть на неделю, да? А если уже 500 будет, тогда каждый день, наверное, по одной. По одному мешку. А, Вот это да. То есть получается, если каждый день на неделю, это нужно где-то, ну, грубо говоря, 2000 на 7, это 14 тысяч? А? Ну, где-то 14 тысяч нужно только на корм. на корм неделю. На неделю. Да. Если объем большой будет. Мгм. Сейчас. Но его же можно окупить? Вы же говорите, вы Да, продаете. я же вам говорил, посчитал немного, да? Это уже с 500 штук в день. Это по 5000 в день получишь. Мгм. Так, тогда уже комбикорма тоже будет затратная, потому что она в день по мешку, Конечно, да. по мешку, да. День, вот, остаток считай. За бензин, за работу, корма эти 1600, 1500. И то, что осталось, это твое. Понятно. А за сколько вы продаете вот десяток? Вы по десяткам продаете? Нет, там перепелиные эти по 20 штук ячейки продаются, да? Ага. Вот штуку по 10 продаю, по 10 рублей. По 10 рублей. А, Ну, как, в общем-то, куриное яйцо в городе у нас в магазине стоит. да, она несколько раз витаминов больше, чем в куриных, да? Но оно такое маленькое, и, видимо, там все сконцентрировано, да? Да, тут здесь все витамины есть. И плюс она, как вам сказать, укрепляет иммунитет, да? Мгм. Вот куриные яйца нельзя сырым, потому что у нее самонелез, да? Да. А у нее вообще нет того, самонелеза нет у них. М. Можно в основном. То есть вот такое свойство у перепелок. Да, Это здорово. вот, например, вот и вот. Это 3 месяца, да, перепелка? Ага. А это вот 1,5 месяца. То есть, Вот. ой, ну разница-то смотри какая. То есть получается, вот чем старше перепелка, Да. тем у нее крупнее Да, яичко. так крупнее было. А сколько перепелка живет? Ну, сколько может она нести? Сказали, активно несется в год, потом второй год тоже несется, но не активно. Меньше, да? Ну и 2,5-2 года. А потом уже куда перепелку? На мясо? Кушать на мясо. Она очень Кушать. вкусная. А что вы готовите из перепелиных яиц? Перепелиных яиц, Повернемся? например, я каждое утро по 4 штуки сырую, да, перемешиваю в стаканчик и пью. Это надо на голодный желудок с утра, а потом минут через 30-40 уже можно есть. Можно уже Да, позавтракать. позавтракать можно. То есть это укрепляет иммунитет? Да, это все очень помогает, очень питательно, потому что я утром 4 штуки пью, потом где-то часа 2 тут отправляюсь, потом только завтракаю. Нормально. Ну вот скажите, для пенсионеров это занятие, Затратно, в да. общем-то, и затратно, да? Да. У вас вот есть помощь, у вас сыновья, которые Да. вам помогают. Конечно, они все построили, все делают, что скажу, привозят, покупают. А вы только вот приглядываете, Да, приглядываю. ухаживаете. Приглядываю, и кто закажет, тому я отведу.
Нет, собираться еще больше. Я говорю, хотя бы минимальные 500 штук надо. Скажите, а вот этот ваш птичник, в какую, ну, примерно, какого размера, можете рассказать? И по затратам? Вот я вам говорил, старший сын крестьянское хозяйство начал, Зарегистрировал, да, да. зарегистрировал. Организовал. И в 2016 он получил грант Министерства сельского хозяйства, грант 1 000 000 с чем-то, да. И большое спасибо им, Министерству сельского хозяйства, что они его поддержали, молодого парня, да. И вот начали с кроликов, а потом сейчас перепелку делают. Но ее можно, я видел где-то по телевизору, в гараже у вас это отзыв, да, например, 1 квадратный метр, на 1 квадратный метр, да, можно еще несколько штук верхних поставить. Вот это сколько войдет? То есть с пола до потолка? Да. Там же, тут машина будет стоять, ничего не будет мешать. Но у вас тут печь стоит, да, Да, газовая? тут- Как вы отапливаете? С помощью газа? Газовая печь. Но По затратам, по затратам, я говорю, коммунальным платежам? да, много идет, затрат пока много, да? Я же вам говорил, это пока она сама себя окупается, да? Плюс что-то копейками идет. А потом 500 штук, да? Ну, Уже посчитав, пойдет прибыль. да, минимальный прибыль пойдет уже с 500 штук. А люди держат по 1000, по 200, по 2000. Вот у них А у нас в Якутии есть такие? есть хозяйства? такие, по телевизору показывали. Я в этом видел, как бы, в телефоне, В Ютубе, Инстаграм. в Инстаграме. Вы зарегистрированы в Инстаграме? Я нет. Я зарегистрировался, но пока сильно пользоваться не умею. Я Ну с прошлого ничего, века это же. дело наживное. Не 21-го, Скажите, а 20-го. как вы тогда находите своих покупателей? Через WhatsApp. Ну, если люди же, кто вот покупает кролики, они уже давно меня знают. Друг от друга знают. Ну, такое сарафанное, Да, ватсапное сарафан, радио. да. А перепелку вот сейчас начинаю же говорить. Только начал. Потом видно будет. Ну, то есть это вы как считаете прибыльно? Перепелок не знаю. Но все равно чем-то надо заниматься. Да, Да. правильно. Алексей И- Алексеевич, ну вы вообще молодец. Спасибо. И ваша супруга, она вам тоже помогает Да, во всем очень этом? помогает. Основное это перепелка, ее идея. Но вот Близ купил, да? Вот этот, как его, инкубатор, да? Надо было побольше купить, чтобы сразу побольше брать. Понятно. Ну, это вы купили инкубатор пока экспериментальный. Да, экспериментально. Подкопите денежек, и вы купите побольше инкубатор. Конечно. Тогда по 200, по 300 яиц положил, и все, через месяц у тебя 200-300 перепелок. Да, вот, Да. видите как. Ну, здорово. Ой, перепелки. И они вот всегда вот так кричат, да? А они вот так Песни всегда поют кричат. или как? Нет, это еще нормально. А когда еды не будет, да, вот они кричат тогда. Да. То есть у них прям забастовка. Да, конечно. А сколько раз в день вы их кормите? Кормлю 1 раз, да, а воду постоянно доливаю. 1 раз полную кормушку положил, да, и тогда, И все сытые. да, первые дни я 2 раза кормил, да, но поменьше ложил, потому что они очень брызгаются, все наружу уходит, если много. А если половину, а потом подумаю, ладно, сколько за ними ходить. 1 раз схожу и все. Понятно. 1 раз убираешь в день. Но это не сказалось на ваших, ну вот, Не. на способности нести яйца? Не. Нет? Ну вот. Тогда вы Вот. действительно выбрали оптимальный такой вот. Да. У них, да, если вот меняешь корм, да, они перестают яйца нести, да? То есть они привыкают пока. Пока привыкают, где-то неделя, да, а потом опять тоже начнут нестись. Понятно. То есть не надо бояться, если вдруг Да. они перестали нестись на Да. неделю. Это при смене корма. При смене корма и как его? Ну, как А у если- людей, наверное, стресс, наверное, какой-то. Понятно. А если вот придут ухаживать, ну вот после нашего визита у них тоже может прекратиться, ну вот, способность нести?
Не.